Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Аднан Нагаев. Но никого в кромешном мраке, как в абсолютной пустоте, ни слов, ни шорохов, ни знаков, ни войск, ни храпа лошадей. Лишь тьма, беспамятство и муки, и умирающий с трудом сцепил в мольбе худые руки, и слились в шепоте глухом мольба, молитва, покаяние и озарение души. О, дух, отправленный в скитание, навстречу с Господом спеши! Ведь смерть не есть исчезновение, бездонной мгле небытия, а лишь вторичное рождение другого истинного «Я». Пока душа под небесами земной описывала круг, она все видела глазами, держала вещь посредством рук. И хоть она держалась в теле, как бы субстанция одна, но суть вещей на самом деле распознавала лишь она. Да будет так. Крылатой птицей лети легчайшая из двух, могила выглядит темницей, хотя освобождает дух. Господь да снимет бремя страха, когда подступит смерть и мгла. Будь благодарен, раб Аллаха, скажи, что истина пришла. И пробил час, поскольку каждый орбитой движется своей, пока не встретится однажды с пространством истинных идей. Когда меня опустят всею длиной в кусок чужой межи, не думай, что я сожалею об этом мире полном лжи. Скажи, что жизненная прялка сломалась быстро и легко, и не кричи, что жалко, жалко, ведь скиснувшее молоко жаль больше, разве я исчезну за пылью жизненных дорог? Луна и солнце, канув в бездну небес в предписанный свой срок, восходят в сферу небосвода и светят с прежней высоты, как будто не было ухода в слепую зону темноты. И разве же не прорастает зерно, когда рука твоя его с надеждою бросает в сырую почву бытия? Нет горше для души увечья, чем то, что лечится в огне. Так почему же в человечьем ты сомневаешься в зерне? Всевышний вечный царь творения, великой милостью своей, все создает одним велением в утробах наших матерей. Меняя облик наш во мраке и придавая новый вид, о мой Господь, я вижу знаки за толщиной гранитных плит, как будто солнце над могилой для жизни будущей взошло, и вдруг во мгле темницы стылой все стало ясно и светло. Как будто тысячи топазов образовали знак кольца, и видит шейх лицо Шабаза, суровые глаза отца. И шепчет он, разъявши руки: «Отец, прости, что не вскочил. За эти годы тьмы и муки я, видно, выбился из сил». Смотри, водивший за собою на битвы тысячу людей, уже я не могу рукою достать до собственных бровей. И черный кашель меня душит, заполнив легкие водой, но вот Творец небес и суши мне дал увидеться с тобой. Здесь на краю моей могилы, последней пристани земной, как будто кровь вернулась в жилы, последней и яростной струей. В твоих глазах печаль утраты и скорбный чувств ненастный шквал. Отец, Аллах в своем аяте еще нам встречу обещал. И вот теперь я умираю для этой жизни ради той, как тот обрадованный раем асхаб от раны ножевой. Да будет райская долина жемчужиной его щедрот. Старик глядит и руку сына в ладони бережно берет. И странной нежностью объятый он шепчет горестно в ответ:
Мой сын, мой первенец крылатый, я не печалюсь вовсе, нет. Ведь есть же в книге обещание Аллаха: «О, рабы мои, я вас избавлю от страдания и страха собственной души. Отныне, что бы вы ни знали, в грядущем вашем никогда ни слез, ни боли, ни печали, ни чувства горького стыда. Я знаю, все твои мучения теперь остались позади, и жизнь, и годы заточения, и недуг, выжженный в груди. Но эта весть повергнет в горе отчизну дальнюю твою, и не один опустит горец седую голову свою. Кляня известие роковое с тоской и горечью в очах, и не одна горянка взвоет волчицей, раненой в горах. А я спокоен. Я-то знаю, пусть пяди не семи во лбу, и как награду принимаю твою печальную судьбу. Еще качала в колыбели тебя твоя родная мать, а я уж знал, для высшей цели ты послан жить и умирать. Что знаки вечной воли Божьей зовут тебя в иную даль, меня ж другое гложет горе, другая мучает печаль. Вот ты умрешь, грядет эпоха других законов и людей. Что станет с сыновьями Ноха, что станет с родиной твоей? И шейх, кивая головою, как будто смотрит сквозь века, и гладит теплою рукою худую руку старика. «Отец», — он шепчет, — «даль обманна, темные грядущие века, где в плотных сумерках тумана течет великая река. Времен невозмутимый странник, незримый для пытливых глаз, Создатель и его посланник, они все знают лучше нас. Твой сын всего лишь горстка праха, и, к счастью, он совсем не тот, кто шутит с тайнами Аллаха, как тот персидский звездочет. Рисующий кривые круги неразумением своим, но тьма тюрьмы мне стала другом и острым зрением моим. Я не следил за ходом суток, не наблюдал ночных светил, но Богом данный мне рассудок для речи этой сохранил. Отец, счастливого рассказа ты не услышишь от меня, поскольку сумерки Кавказа в багровом пламени огня, и то, что с нами полыхало, и то, что пережили мы, есть только слабое начало грядущих бурь и грозной тьмы. Пройдет столетие и другое, за ним столетие пройдет, пока кровавою рекою зло мира вспять не стечет. Пока багровые светила, предвестники большой войны, лишенные былого пыла, не вспыхнут в фазе тишины. Как будто поднятые с моря толчками сумрачного дна еще нахлынут волны горя, как смерч на наши племена. Еще узнают дети Ноха, когда поднимутся на бой, всю тяжесть древнего Молоха, что нашей назовут судьбой. И там на пике грозной драмы, встречая вражескую рать, другие явятся имамы и будут звать на газоват. И в пекле будущих сражений, держась за славу, как за меч, живые соки поколений в сырую землю будут течь. Дышавшие воздухом свободы, как может жить в миазмах мглы, исчезнут целые народы с поверхности родной земли. Там, где адык в лихом набеге пускался дерзко за Кубань, пройдут громоздкие телеги казаков, дюжин и армян. И только путник одинокий пройдет через родную степь, оплакав предков рок жестокий и жизни порванную цепь.
И все тарковские шамхалы узрят в свой час, как их творцы заселят тощие шакалы, ночные совы и скворцы, как ветры скопища тумана рассеивают без следа, как гордых ханов Дагестана сметут грядущие года, как к снегу с крон лесной дубравы спадают желтые листвы, так опадет былая слава князей могучей Кабарды, и в красном зареве пожаров, как злак насущный внедород, погибнут семена алдаров и башни их, и их оплот. И там, на пастбищах высоких, где жиром полнились стада, и Тур резвился волоокий, как сон возникнут города с большими крепкими домами мирской обманчивой красы, и будут храмы с куполами венчать распятие Исы. А рощи, где пастух бессонный стерег тропинки с волчьих нор, заполнят говор посторонний, смущая тишь Кавказских гор. Как туча с встречным ветром споря слепит всполохами глаза, вот так над западным Нагорьем пройдет великая гроза. А что чеченцы? Шейх с тревогой смотрелся в старого отца, как будто высмотрел дорогу отчизны дальней до конца. Как будто там во мраке зыбком увидел молнию в горах, и тут же странная улыбка на бледных вспыхнула губах.